السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. Дорогие братья, продолжаем с вами изучение суры Аль-Бакара, корова. И последний аят, который мы с вами прочитали и прошли толкование этого аята, это 54-й аят, где Аллах Субханаху ва Тааля напоминает историю, которая произошла с потомками Исраиля, Бану Исраиль, с иудеями во время пророка Мусы, алейхиссалям, Моисея. После того, как они поклонились тельцу, Аллах Субханаху ва Тааля повелел им в искуплении этого греха убить друг друга. И эту ситуацию мы с вами на прошлом уроке разобрали. Сегодня же сура Аль-Бакара, 55-й аят. Аллах Субханаху ва Тааля продолжает напоминать потомкам Исраиля, иудеям, те блага и милости, которые были оказаны им, их предкам. И говорит: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. И вспомните, как вы сказали: «О Муса, мы не поверим тебе, пока сами вживую не увидим Аллаха». За что вас охватила погибель, и вы смотрели на это. И вы сказали, это обращение к иудеям во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И вы, тут подразумеваются, конечно, их предки, которые жили во времена пророка Мусы, ведь они часть их народа. Хотя обращение к народу, который живет сейчас, во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, но словами «и вы сказали» подразумеваются их предки. И вот вы сказали: «О Муса, мы не поверим тебе, пока сами вживую не увидим Аллаха». Что это за ситуация произошла? Эта ситуация, этот случай, когда они сказали эти слова, он также упоминается в другой суре. Более подробно в суре Аль-А'раф, 155 аяте. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Вахтара Муса каумаху саб'ина раджуля лимикатина». И Муса выбрал из своего народа 70 мужей и повел их вместе с собой к назначенному времени. «Фалямма ахадатхум ар-раджифату», и когда их постигло потрясение, землетрясение, гибель, «Каля рабби лау ши'та ахлактахум мин каблю ва ияй». Он сказал: «О мой Господь, если бы ты пожелал, ты погубил бы их и меня вместе с ними до этого». «Атухликуна бима фа'аля суфахау минна». Разве ты погубишь нас по причине того, что совершили глупцы из нас? «Ин хия илля фитнатука tudillu биха ман таша ва тахди ман таша». Воистину, это есть лишь испытание твое, посредством которого ты введешь в заблуждение, кого пожелаешь, и проведешь прямым путем, кого пожелаешь. «Анта валиюна фагфир лана вархамна, анта хайруль гафирин». Воистину, ты покровитель наш, прости же нас и смилостивись над нами. Воистину, ты наилучший из прощающих. Из этого аята суры Гафир следует, что Муса, алейхиссалям, как это пояснили толкователи Корана, после того, как мы вспомнили, Муса, алейхиссалям, отправился на 40 дней, чтобы встретиться с Аллахом, субханаху ва тааля. За эти 40 дней он получил Писание, священное Писание Таурат, Тору. И пока его не было, его народ отлил золотого тельца и начал поклоняться ему. И когда, вернувшись, обнаружив это, он призывал их к покаянию, и произошло то, что мы обсудили на прошлом уроке. Они убивали друг друга, пока Аллах Субханаху ва Тааля не повелел им прекратить это в искуплении этого греха.
После этого Аллах Субханаху ва Тааля вновь назначил время, определенное время и место, где он встретится с Моисеем, с Мусой, где также поведает ему о своих повелениях и отправит новые послания. И вот в эту встречу Муса, алейхиссалям, взял с собой, как в суре Аль-Араф говорится, 70 мужей из своего народа. Что это за мужчины? Это лучшие представители его народа. Самые наилучшие представители того народа, который был с ним. В набожности, богобоязненности. Для чего он их с собой взял? Большинство толкователей говорят, для того, чтобы они сами покаялись перед Аллахом за то, что совершил их народ. То есть этот народ, после того, как поклонился Тельцу, они уже совершили искупление посредством убийства. А затем еще Муса, алейхиссалям, взял с собой 70 из народа, самых лучших, самых набожных, для того, чтобы они, когда Муса, алейхиссалям, встретится вновь с Аллахом и будет с ним разговаривать, также совершили покаяние, таубе, попросили у Аллаха прощения за весь народ Мусы и Моисея. И когда они пришли к этому времени, ко встрече с Аллахом Субхану ва Тааля, когда Муса, алейхиссалям, будет с Аллахом говорить, вот эти 70 человек и сказали эти слова. Что за слова? Они сказали: «Лан ну'мина лака хатта нара Аллаха джахра». Мы не уверуем тебе, мы не поверим в твои слова, которые ты нам говоришь, что они приходят тебе от Аллаха. Муса, алейхиссалям, начал им повеление Аллаха доводить. Определенные законы, определенные религиозные постановления, запреты. И когда он их начал говорить, они сказали: мы не верим тебе. Мы не поверим, пока сами не увидим Аллаха. Таким образом проявили упрямство и усомнились в словах Мусы, алейхиссалям. И за что их постигло наказание. Какое наказание? فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ В суре Аль-Бакара говорит: и вас постигло потрясение. В суре Аль-Араф Аллах говорит: فَأَخَذَتْكُمُ الرَّجْفَةُ землетрясение. И эти 70 человек были погублены. Их постигла смерть посредством землетрясения. И они видели, как одни из них умирают. Видели, как друг друга, окружающие их люди, они все погибли. Как Аллах говорит: وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ И вы видели и смотрели, как гибли ваши люди. Что лишь добавило им, конечно же, страдания и мучения. После этого, в следующем аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ А затем мы воскресили вас после вашей смерти, для того, чтобы вы были благодарны. После того, как этот народ был погублен, 70 человек, Муса, алейхиссалям, как в суре Аль-А'раф мы зачитали, он обратился к Аллаху с мольбой: «О Аллах, если бы ты пожелал, ты бы погубил меня и их вместе с ними еще до этого. И разве ты погубишь нас за то, что совершили нечестивцы, глупцы среди нас, то есть те, которые поклонялись идолам? Разве ты погубишь нас за то, что совершили эти глупцы? Или из-за того, что сказали некоторые из этих 70 человек, которые сказали: мы не поверим тебе, о Муса, пока не увидим Аллаха вживую. И все они были погублены. То есть глупцы, разве из-за них ты нас погубишь? То есть Муса, алейхиссалям, в других толкованиях переводится, обратился к Аллаху, что же я скажу своему народу? 70 человек он увел, самых лучших людей увел с собой вдалеке, а потом возвращается один и сообщает о смерти 70. Кого обвинят в смерти 70? Они думают, обвинят меня. Скажут, что Муса их убил. И как после этого заслужить доверие своего народа? Также, к примеру, была ситуация с лицемерами в Медине. Мы знаем, что в Медине было много лицемеров, которые приносили большой вред мусульманам, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, предавали их в самые трудные, тяжелые времена, как, к примеру, в битве при Ухуде, когда 3000-е войско многобожников из Мекки шло в Медину для того, чтобы погубить мусульман, вышло 1000-е войско из Медины навстречу им, и по пути треть войска откололась. Это треть войска были лицемеры, которые вернулись в город.
под разными предлогами. В этот момент, когда и так в меньшинстве был пророк, саллиллаху алейхи и мусульмане, эти люди откололись. И более того, вернувшись туда, они добавили еще больший страх, опасение в сердца мусульман, потому что эти мусульмане, выйдя на битву, они оставили в городе свои семьи, своих детей. И что будут делать эти 300 человек, которые вернулись туда, в город? Это уже дополнительное переживание в сердцах мусульман. И вот подобных ситуаций много было. И после некоторых из этих сподвижники, в их числе Умар ибн аль-Хаттаб и другие, они обратились к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, со словами: давай мы казним этих лицемеров. От них много вреда. Но что ответил посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям? Да, смысл был таков, что мы не можем их казнить, несмотря на то, что они совершают. Почему? Потому что иначе люди скажут, что Мухаммад казнит своих сподвижников. Ведь эти лицемеры внешне ничем не отличаются от сподвижников. Они приходят на намаз, они выстаивают молитву, они вместе с мусульманами совершают определенные обряды. Если тут пророк, саллиллаху алейхи начнет казнить их, непонятно за что, это лишь убавит доверие к пророку, саллиллаху алейхи. И здесь тоже Муса алейхиссалям увел 70 наилучших людей с собой. Если вернется и сообщит их о гибели, это тоже подорвет доверие к пророку Мусе алейхиссалям. И вот с подобными словами Муса алейхиссалям обратился с мольбой, после того, как эти 70 человек были погублены за свою вот эту наглость и вот это сомнение в истинности слов Мусы алейхиссалям. И Аллах Та'аля после мольбы Мусы что сделал? И мы вас воскресили после вашей смерти. Эти люди, они ожили заново. Для чего? Ла'аллякум ташкурун. Чтобы вы были благодарны, говорит Аллах Субханаху ва Та'аля. Этот случай, воскрешение умерших еще до судного дня, один из 5 случаев, которые упоминаются в суре Аль-Бакара. Мы знаем, что воскрешение умерших после смерти, оно произойдет в судный день, когда наступит время, назначенное Аллахом Субхану ва Тааля. Но при этом до этого дня, в этой жизни еще Аллах Тааля показывал свое могущество через вот эти чудеса. И вот 5 из этих моментов чуда, могущества Аллаха, они упомянуты в суре Аль-Бакара. Каждый из них мы еще в дальнейшем, иншаллах, разберем подробно. Если вкратце сказать, первое, это вот этот случай, когда 70 человек были погублены, а затем воскрешены по мольбе Моисея, алейхиссалям. Второе, это у нас тоже связано с народом Мусы, чуть позже мы его изучим, когда случай с принесением жертву коровы был. Когда в народе Мусы одного человека убили, и для того, чтобы выяснить, кто же его убил, Аллах Субхану ва Тааля повелел им убить корову. И потом костью этой коровы, коснувшись умершего, этот человек воскрес и указал на своего убийцу. Это второй случай воскрешения умершего после смерти, еще до судного дня. Третий случай – это история, тоже толкователи Корана говорят, с Бану Исраиль связан с иудеями, когда 1000 человек из прежних поколений, живших в одном селении, их охватила чума и нищета, болезнь. Они, боясь этой чумы, сбежали из своего селения, но в то место, в которое они пришли, их постигла погибель, а потом они были воскрешены по мольбе одного из пророков, который проходил мимо. Это третий случай. Четвертый случай – это человек, который проходил около селения, которое было уже погублено, которое было уже разрушено до основания. И проходя возле этой деревни, он сказал, как же Аллах воскресит все это после смерти. И он умер на этом же месте и пролежал 100 лет. И после 100 лет Аллах Субхану ва Тааля воскресил его и показал то, как Аллах воскрешает умерших на примере его осла. И пятый случай – это Ибрахим, пророк Ибрахим, который заколол 4 птиц, раскидал их части на разных местах в горах, и потом они вернулись к нему живыми. Вот эти 5 случаев, они все упоминаются в суре Аль-Бакара, как пример могущества Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля на то, что воскрешение после смерти Аллаху никакой трудности не составит. Тот, кто сотворил человека и все сущее
из ничего, Он тем более способен воссоздать умерших, привести их к жизни после смерти. И далее, в конце аята Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ла'аллякум ташкурун», чтобы вы были благодарны. Он воскресил вас после смерти, чтобы вы были благодарны. Их воскрешение, то, что Аллах Тааля смилостивился над ними. И вот после этого бедствия, горя, которое их одолела эта смерть, воскресила это большая милость Аллаха. И любая милость, которая нам оказана, она нуждается в шукре, благодарности. Это наше обязательство перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Как Аллах Тааля в Коране говорит: «Фадкуруни адкуркум вашкуру ли ва ля такфурун». Поминайте меня, и я буду поминать вас. Будьте благодарны мне и не проявляйте неверия. Благодарность, шукр, это и есть вера в Аллаха Субхану ва Тааля. Но что такое шукр, что такое благодарность? В чем она проявляется? Порой мы не полностью осознаем, как человек должен быть благодарен Всевышнему Аллаху. Да, на словах мы говорим «Аллахка шукр», «Альхамдулилля», «Хвала Аллаху». Но благодарность, она не только на словах должна быть. Благодарность заключается в 3 вещах. Благодарность сердцем, благодарность языком и благодарность телом. Благодарность сердцем. Что значит благодарность сердцем? Это когда человек в сердце осознает и признает, что все, чем он обладает, и все, что у него есть, абсолютно все. Жизнь, здоровье, разум, вера, иман, богатство, семья, имущество. Все абсолютно до мельчайших деталей. Даже одежда, которую мы носим, даже носки, которые у нас на ногах есть. Все вот эти мелочи даже лишь милость Всевышнего Аллаха, оказанная нам. Не окажи Аллах милость, мы бы ничем из этого не обладали. Сами мы слабые и нуждающиеся в помощи Аллаха. Этот человек должен в сердце всегда помнить. В сердце человека не должно быть ни капли высокомерия, самообольщения, что это он заполучил, он достиг, он добился. Нет. Все это лишь потому, что Аллах оказал тебе эту милость. И вот это признание сердцем должно выражаться в словах. В каких словах? Опять-таки, признание милости Аллаха, упоминание этих милостей путем признания милости Аллаха. Мы часто говорим о каких-то своих достижениях и говорим от себя. Вот я там заполучил что-то, вот я купил что-то новое, да, вот я получил повышение, я съездил в хадж, я съездил на умру, я сделал то-то, я прочитал то-то. Вот это подобные выражения, они могут привести человека к самообольщению. А правильнее говорить, да, Аллах оказал мне милость, и я совершил умру. Аллах оказал мне милость, и я получил некое повышение. Аллах оказал мне милость, и у меня родился сын. То есть всегда, когда мы упоминаем вот какие-то милости, которые к нам в жизни пришли, необходимо упоминать это именно таким образом, благодаря Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, ставя его на первое место. Ведь все, чего ты достиг, лишь по милости Аллаха. Альхамдулилля. Как Ибрахим, алейхиссалям, говорит: «Альхамдулиллахи аллази вахаба ли аля аль-кибари Исмаиля ва Исхак». Хвала Аллаху, который одарил меня в старости лет Исмаилем и Исхаком. Это примеры, как пророки выражали вот эти милости, которые им были оказаны. И третье – благодарность телом. Как выражается благодарность телом? Все очень просто, но очень сложно в то же время. Просто объяснить, то есть это использование тех благ, которыми Аллах тебя одарил, в тех делах, в тех путях, которыми доволен Аллах. Использование благ, которые у тебя есть, в тех направлениях, которыми доволен Аллах. Аллах дал тебе зрение, ты используешь для чтения Корана, скажем, изучения,
религии, для созерцания тех милостей и величия Аллаха в Его творениях, которые отражаются, и не смотришь на запретное. Аллах дал тебе разум, ты используешь его для получения знания, получения образования, для того, чтобы очиститься от невежества, которое в тебе есть. Аллах дал тебе имущество, и ты его используешь его в своих обязательствах перед семьей, перед родственниками, да, перед бедняками, перед нуждающимися, а не используешь на греховные дела и на исраф. И подобным образом все милости, которые у тебя есть, благодарность телом за них – это именно применение милостей в том, в чем доволен Аллах. Это и есть благодарность. Благодарность сердцем, признание того, всегда понимание в сердце, все, чем ты обладаешь, это лишь потому, что Аллах тебе дал. Не потому, что ты такой умный, не потому, что ты такой образованный, сильный духом, скажем, там, или еще что-то, или потому, что ты вырос в какой-то среде, которая тебя закалила. Нет, все лишь потому, что Аллах оказал тебе эту милость. Второе. Словами, языком упоминать милости Аллаха именно таким способом, что ты указываешь, что Аллах дал тебе это, и благодарить Его за это. И третье – это благодарность телом, что подразумевает использование милостей в тех путях, которыми Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля доволен. Еще один аят возьмем. Тут Аллах Субханаху ва Тааля также продолжает упоминать милости, которые были оказаны Бану Исраиль, народу Бану Исраиль. И говорит: وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. И мы осенили вас, то есть накрыли вас облаками, и не спаслали вам манна небесная, и перепела птицу. И сказали: «Кулю мин тайибати ма разакнакум». Вкушайте из блага, которым мы вас одарили. Но они не были несправедливы к нам, а поступали несправедливо по отношению к себе. Мы осенили вас облаками, не спосылали вам манну и перепелов, и сказали: вкушайте из того, чем мы вас одарили. Это следующее, что постигло народ Бану Исраиль. Их постигло скитание, блуждание в пустыне 40 лет. Из-за чего? Мы еще это с вами изучим, иншаллах. Из-за, опять-таки, ослушания повеления Аллаха Субхану ва Тааля, они скитались в пустыне. Мы знаем, что они вышли из земель Египта и направились в земли Шама, нынешней территории Палестины, Иордании, Израиля. И вот, пока они туда шли, из-за своего ослушания, своего проступка, Аллах Субхану ва Тааля наказал им, что они скитались, блуждали в пустыне 40 лет. В пустыне, в знойную жару, под солнцем, они скитались 40 лет. Но Аллах Субхану ва Тааля и тут не оставил их без своей милости. И тут не оставил их без своей помощи. И вот Он здесь оказал им эту милость и упоминает: «И мы осенили вас облаками». Над ними, когда они ходили в пустыне, скитались, всегда над ними было облако. Облака были. И не просто облака, а, как толкователи Корана говорят, облака, которые источают влагу, из-за которой воздух становится прохладным. Мы это тоже летом иногда ощущаем, да? У нас бывает летом тоже облака есть, но в то же время чувствуется некая жара. Но бывает так, что сменяется погода и накрывают такие облака, из-за которых воздух вокруг становится влажным и более прохладным. Так вот же Аллах Субхану ва Тааля накрыл их такими облаками. И не спаслал им манну. Манна небесная, также говорится. Что это такое? Это некое подобие меда белого цвета, которое падало на них с неба, как снег. Падало на них с неба, как снег. На деревьях она скапливалась. И от восхода солнца до заката. То есть вот утро начинается, и весь день, получается,
к ним вот эта манна, она падает с неба. И как толкователи Корана говорят, она слаще меда, белее молока. И люди набирали ее вдоволь на весь день. На следующий день она уже портилась. И если ее смешать с водой, то эта вода превращалась в некий сладкий, вкусный нектар. И человеку достаточно было лишь немного вкусить вот этой манны, и человек наедался полностью, ему этого хватало. Это пища, которой Аллах Субхану ва Тааля одарил. И помимо этой манны, Аллах Тааля также им вокруг Бану Исраиль, когда они скитались, всегда летали перепела. Сальва, толкователи говорят, что это маленькая птица. Некоторые говорят, что это птицы из рая, небольшие, похожие на перепел. Бану Исраиль спокойно могли их ловить и есть. И также каждый день они прилетали, каждый день они их ели. Это была милость, оказанная им Аллахом Субхану Тааля. И вот эти 40 лет, когда они скитались, они это вкушали. И Аллах Тааля им повелел вкушать из благого. То есть им разрешил вкушать благую пищу, но в то же время, несмотря на всю эту милость, они продолжали упорство в своих грехах, в своем невежестве, в ослушании повеления Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Даже во время этого скитания происходили разные ситуации. И потом еще мы с вами поговорим, когда они даже проявили недовольство этой едой. У нас в дальнейшем аят придет. Они сказали, мы устали от этой манны, дай нам другое. И так далее. Мы еще с вами об этом поговорим. И вот здесь Аллах Субхану Тааля говорит, и они не были несправедливы к нам. То есть вот этими ослушаниями, какими-то словами недовольства, они не были несправедливы к Аллаху. То есть они не причинили Аллаху никакого вреда. Ведь Аллах Субхану Тааля, грехи человека, ослушание человека никакого вреда не приносит. Так же, как благие дела человека, они Аллаху богатства не прибавят. Аллах Субхану Тааля аль-Гани, ни в чем не нуждается. Но они вредили лишь самим себе. Это еще раз напоминание о том, что человек, когда он совершает грех, ослушается Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, то вред от этого возвращается лишь к самому человеку. Иногда порой с человеком разговариваешь, объясняешь о дозволенном и запретном, и он проявляет такое упорство, такое упрямство, и как будто он специально, например, грехи совершает, и складывается впечатление, как будто он думает, что тем самым вредит кому-то другому. Или специально не делает то, что ему велено, и тем самым как будто он лишает кого-то блага. Но суть в том, как здесь Аллах Субхану Тааля сказал, если человек поступает несправедливо, то есть ослушается Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, то вред получает лишь он сам, и лишается блага также лишь он сам. И когда есть пути для совершения благого и достижения милости Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, тот, кто участвует в этих делах, он приобретает благо для себя. А тот, кто отворачивается, уходит, проходит мимо, он лишает блага лишь самого себя и никого другого. На этом мы, иншаллах, завершим. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. الله أكبر الله أكبر الله